Друзья, я вас всех приветствую, с вами Артем. Я все еще нахожусь в республике, где вместо птиц летают пули. Шучу, на самом деле Республика Ингушетия очень добродушная, мирная, гостеприимная республика здесь, на Северном Кавказе. Это сейчас установилась очень комфортная погода, наконец-таки пошел дождь. А буквально неделю назад здесь, на всем Северном Кавказе, была аномальная жара, и Ингушетия была не исключением. И вот мы в 40-градусную жару вместе с Русиком решили взять и поехать в бывшую столицу республики, город Назрань, где нас встретил Ислам. Это мой хороший знакомый и подписчик, который решил заодно показать нам свой родной город. Как вы поняли, в этом блоге речь пойдет про город Назрань. Если интересно, тогда прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, сразу поставьте лайк этому видео, тем самым вы поддержите мой блог. И, конечно же, пишите ваши комментарии, если вдруг возникнут какие-то вопросы по ходу просмотра этого видео. Ну, а прямо сейчас меньше слов, поехали в Назрань. Честно вам признаюсь, что я первый раз на своих двоих гулял по городу Назрани. До этого я видел город только из окна машины, на которой я приезжал. И у меня было первое такое впечатление смешанное о городе, потому что я не понимал, где находится центр. Как правило, центр находится там, где расположен железнодорожный вокзал, либо автовокзал. Железнодорожный вокзал я знаю, где находится. А вот автовокзал, к сожалению, перенесли. И это теперь доставляет массу неудобств для местных жителей. Автовокзал теперь находится где-то на отшибе в сторону Северной Осетии. Это здание, которое сейчас является детским развлекательным комплексом, когда-то было автовокзалом, да, и принадлежало государству, а потом непонятным образом как-то попало в частные руки. И автовокзал переехал на окраину города Магаса, что теперь вызывает массу неудобств у местных жителей, чтобы перемещаться вот между здесь городами, селами и станицами. Но некоторые автобусы останавливаются около этого парка развлечения, да, но это только некоторые. Вообще, в целом, когда что-то делают в городе, да, нужно делать, посоветовавшись с местными жителями, потому что вся инфраструктура создается для жителей, в конце-то концов, а получается все наоборот, только создаются какие-то непонятные проблемы. Понтовщик. Ага. 113. Клянусь, что не будешь, пожалуйста. Там аппарат сломанный, я нормально ударил, клянусь. Хорошо. Друзья, я столкнулся с проблемой. Мне в очередной раз Сбербанк сегодня ночью за то, что я хотел на Озоне купить себе микрофон для блога, заблокировал карту. Я приехал в Назрань, обратился в Центральный банк, и мне в Назрани, конечно же, в городе, за 5 минут, проблему решили. Ребята, очень быстро, шустро. А в Краснодаре такую проблему мне решали час, наверное. Ну вот, снова пошел дождь. На самом деле это очень хорошо. Так вот, в городе Назрани достаточно развитая инфраструктура. Там есть детские сады, школы, магазины. Мы даже с Русиком нашли торговый центр «Олив». Поэтому не мотайте этот блог, дальше я его вам покажу. Есть также, конечно же, больницы. И вот прямо сейчас я хотел бы показать вам один стоматологический кабинет моих друзей, куда мы с Русиком заглянули. Так, температура дверь захочу. Я помогу. Друзья, ну что еще делают в стоматологии? Конечно же, лечат ваши зубы и в целом заботятся о вашем здоровье. А это самое главное в жизни. Вот в самом центре города Назрани, на улице Московской, у моих
знакомых находится свой стоматологический кабинет Мальсак. И здесь справляются абсолютно с любой сложностью, что касается здоровья ваших зубов. Очень современное оборудование, квалифицированные стоматологи и, конечно же, каждому свой индивидуальный подход. Вот если бы я был ребенком, то мне было бы точно не страшно пойти к таким стоматологам в такой замечательный и уютный стоматологический кабинет. Уважаемые жители Республики Ингушетия, наша стоматология Малсак предлагает такие виды услуг, как установка брекет-системы, лечение зубов и профчистки. До 20 числа у нас действует скидка 20% на установку брекет-системы и скидки также на лечение профчистки. Обращайтесь, Назрань, Московская, 41, стоматология Малсак. Вот, кстати, если я захочу поехать в пригородный район, не с друзьями на машине или со знакомыми, а самостоятельно, то вот отсюда, с центра Назрани, едут вот такие газели. Вон Дачная, Куртат. А еще можно уехать во Владикавказ. Здесь еще находится местный мини-рынок. Прям в самом центре, где продают фрукты, овощи. Например, помидоры по 80 рублей, огурцы по 50 рублей, яблоки по 80. Есть яблоки по 50. Сливы по 100. Здравствуйте. Мы немножко поснимаем вашу продукцию. Все свежее. А откуда это все привезено? Если вы знаете. Ну, вот помидоры, например. Или это ваши? Помидоры это дагестанские. Дагестан. Огурцы, да. Дагестан. Кабардинские. А яблоки? Кабардинские. Кабарда. А что-то ингушское есть? Я не знаю. Не знаете? Хорошо, спасибо. Вещи продают тут вот, носки, какие-то футболки. Я не знаю, там что по цене. Можно спросить вот у тапочки. И голос Руслана за кадром постоянно. Люди мечтают услышать мой голос, и только поэтому смотрят твои блоги. Так 0 просмотров было бы. Да, хорошо, посмотрим, как Это не самоцель, из-за твоего это голоса правда. посмотрим. В Назрани, я так понимаю, совсем недавно открыли гигантский торговый центр, который называется Алиф Молл. Наверное, здесь самый главный магазин — это Спортмастер. Ну и вот всякие мелкие магазины. Вот, пожалуйста, парфюмерия. King's Name. Орматек. Мебель. Он двухэтажный, что ли? Платки вот продают разные. Ну и да, и Спортмастера наверху фудкор. Вот мы как раз таки кушать хотим, может быть, поднимемся, что-нибудь посмотрим, что там есть. Да, друзья, здесь на 3-м этаже находится большой фудкорт. И знаете, что привлекло сразу мое внимание? Это CFC. KFC, простите, у нас импортозамещение. Вообще CFC есть в Чечне, в городе Грозном. Теперь оно есть и в Ингушетии. Еще чуть-чуть, и здесь появится Маковский. Ну, кстати, Маковский, там вкусные бургеры, это правда. Почему нет? Кстати, еще есть наверху столы, я вижу. Ну, я не знаю, как туда пройти. Но народу очень много, несмотря на то, что сегодня понедельник. Ну что, друзья, я здесь встретился со своим давним знакомым. Показывать его не буду. Но те самолетики, которые вы часто видите, там, блоги, я рассказывал, это он мне подарил. Мы с ним в Стамбуле познакомились, и он мне помогал также в съемках блога про Стамбул. В общем, заказали еду, Магомед угостил, ему за это Баркал спасибо. Тут крылышки взяли, бургеры. И вот Руслан сейчас расскажет. Вкусно в CFC? Покажи, что там. Курица, прям котлета такая, прям настоящая курица, ну как KFC. Помидор, салат и листья салата и булочка без кунжута. Ну, по-моему, прям копия как KFC. Даже вот
упаковкой, только вместо того мужика другой мужик, бородатый и ингуш. Да, это Или мужик. чеченец. Это мужик с Криспи. Да, с Криспи. А дальше я встретился со своим хорошим знакомым Исламом, который решил нам с Русиком показать свой родной город. Что, друзья, приехал я в один из городских парков, где работает фонтан, но правда вода почему-то здесь зеленого цвета и плавают мухи дохлые. Но я бы не рискнул там поплавать. В общем, как-то не очень хорошо. Там, по-моему, хлор просто не сыпят, да? Можно крокодила. Крокодила давай Руслана запустим. Хочешь искупаться? Нет? Ладно. Ну вообще Назрань, если честно, странный город. Он построен как Краснодар. В хаотичном каком-то порядке абсолютно. Все равно частный сектор вместе смешан с городским, ну то есть с высотками. Махачкале не был, ничего сказать не могу. Он говорит, как Махачкала. А ты что, был в Махачкале? Нет. Ну, откуда ты знаешь? Ну вот. Для моих особых подписчиков и зрителей, я про хейтеров сейчас говорю, которые постоянно мне пишут о том, что ингуши не участвовали во времена Великой Отечественной войны, потому что их депортировали. А я хочу вам напомнить, что ингушей депортировали в 1944 году. Именно да, из этого города, железнодорожного вокзала. Но это совсем не значит, что ингуши не участвовали. Еще как участвовали, и я вам сейчас это докажу, потому что здесь вот есть мемориальный комплекс, установлена стела всем героям, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Вечный огонь, который горит по-настоящему, а не просто муляж. Просто бывает в некоторых городах просто вечный огонь, который не горит. А здесь вот, пожалуйста, горит. Это очень хорошо. Измайловы. Вот тут наряду с ингушскими фамилиями, я говорю, есть русский. Вон Иванов. Это чисто русская фамилия. Там вон Котиков. Костоевы. Кадзоевы. Коваленко даже есть. Вон трава проросла, да. Ходил. Красиво. Мальсаговы. Видите, очень много ингушских фамилий. То есть все эти парни, мужчины, ингуши, участвовали в Великой Отечественной войне и, конечно, отдали свою жизнь за наше с вами светлое будущее, им вечная память. Никто не забыт, ничто не забыто. И для всех моих, еще раз, хейтеров и тех, кто не верит, вы побольше изучайте историю, у меня все по факту. И имейте, я не знаю, уважение ко всем тем людям, которые, я же говорю, боролись за нас. Вот смотрите, помните, я говорил про фамилию Парижевы? Красивая фамилия. Я все шутил, что из Парижа приехали. Вот. Сейчас мы Таев есть. Харсиевы, вот, Хашагульговы, Хулаговы, Цакиевы, Цуровы, это Индиевы. Что-то написано, а вот здесь есть погибшие в локальных конфликтах воины-афганцы: Евлоев Башир, Юнусович, Хашиев Ахмед, Бексултанович, Гумаков Алихан Абасович, Гумуков Алаудин Абдурахманович, Итазов Исад Джабраилович. А есть сотрудники при выполнении служебных обязанностей, то есть это полицейские, да? Вот, тоже он Индиев, Касиев, Исаков, Мужухоев, Месигов, Аздоев, Коригов, Батыжев, Сокалов, Цычоев и Хутиев. Вот так, друзья. Друзья, прежде чем поехать на Назрань, я вечером начал смотреть разные другие блоги про ингушский город, бывшую столицу Ингушетии. И вы знаете, один парниша, который здесь побывал, по-моему, 2 или 3 года назад, он говорил, что здесь небезопасно, что не дай бог вы возьмете с собой какие-то наличные деньги, то их могут здесь украсть, что здесь очень дерзкие мужчины, что они агрессивные и так далее. Слушайте, ну, я понимаю, что я делаю давно блог, меня в Ингушетии знают, вот я с Исламом познакомился благодаря своему блогу, да, но и до этого момента, когда меня ингуши не знали, здесь всегда к каждому гостю относятся
с особым да, почетом, потому что здесь гость всегда в почете. Никто здесь никого в обиду не даст, это факт. Здесь безопасно. И я не скрываю, у меня проблема, как я уже рассказал, случилась с картой. У меня сейчас в рюкзаке наличные деньги. Что-то ни один ингуш и Ислам у меня что-то не отжал бабки. Он тоже видел сторисы и так далее. Он про все это знает. Это ложь, это неправда. В Ингушетии, не только в Назране, и в других городах очень-очень безопасно. И здесь, наоборот, любой ингуш придет на помощь, если вдруг у гостя случится какая-то Это стопудово. беда. Поэтому вот некоторые блогеры просто, наверное, побывали, возможно, до момента посещения Ингушетии в каких-то других республиках, где наговорили гадости. Я знаю все эти истории. Вот, поэтому слушать никого не нужно. Нужно самим приехать, прогуляться, и все поймете. Единственная просьба. В Ингушетии нельзя ходить в шортах. Вот сейчас жара, нам тоже жарко, мы тут идем, умираем. Где-то градусов, может, уже 37, наверное, на солнце, да. Ну, вы видите, у нас рубашка. Ну, это два ингуша, им нельзя там по-другому. Ну, я мог надеть шорты, да. Я как русский, мне можно. Но в Ингушетии шорты носить нельзя. Майки, да, с открытыми плечами. Каждого народа свои законы. Ну да, нельзя. Просто вы должны к этому отнестись с пониманием и с уважением. И если вы будете уважать то место, где вы находитесь, это место вас так же, как и люди, будут уважать. Все очень просто. А теперь я просто хотел бы задать Исламу один вопрос. Скажи о самом главном плюсе Назрани. Самое главное — простота, безопасность и дружелюбные люди. И самый главный минус. Что не хватает городу, на твой взгляд? Ну, если честно, все мусор. Самый большой минус — это мусор. Не убирать вовремя, кидать где попало, не соблюдать даже это правило. А кто кидает мусор, где попало? Местные жители? Местные жители. Тогда вот хочется обратиться к местным жителям. Я как гость, возможно, я не имею права там что-то критиковать, но с вашего разрешения. Хочу сказать, что я иду по ингушской земле. Это ваша земля, это ваш родной дом. Вы здесь многие живете, работаете, учитесь, заводите семьи, у вас рождаются дети. Так нужно беречь свой дом, а не гадить. Когда вы бросаете мусор, щелкаете вот здесь на улице семечки. быть как в своем доме. Да, у вас должна быть чистота, правильно Ислам говорит, как в своем доме. А не так, как у индийцев. Они в доме у них чисто, а все, что за оградой, плевать они Даже в хотели. религии говорится, чистота — это полверы. Тоже верно. Вот. Поэтому берегите свою Ингушетию, берегите свою республику. Если вы спросите, как здесь отдыхают местные, да, ну, либо гости такие, как я. Помимо ресторанов и кафе, здесь есть еще и пруд, на который мы вот приехали. Я решил вам его показать. Достаточно большой пруд или озеро, как правильно назвать, но, судя по запаху, все-таки это не озеро, это пруд. Там на той вон стороне, видите, там где желтая вот та вот точечка, там катамараны. Можно взять в аренду и покататься по этому пруду на катамаранах. Нам просто далеко туда идти не хочется. Вот. Вечером? Да. А сколько стоит? 150-200 рублей. Ну это недорого. А еще здесь Руслан ловит руками рыбу. Но почему-то, да, мини-акула. Почему-то сдохшие рыбы здесь. Видимо, пруд не совсем чистый. Что, много дохлых рыб? Да, слушайте, вот еще дохлая рыба, бедная рыба. Да, загрязнение уже пошло. Вон еще одна. Вот эти версии. Ага. Вот дохлая рыба. Вон дохлая рыба, разложилась. Короче, очень много дохлой рыбы. Получается, что этот пруд грязный, его надо почистить в таком случае. Не могли же они умереть от того, что сейчас в Ингушетии где-то больше 2 недель 37-40 градусов, что вода потеплела. Как бы сюда канализация вообще не сливалась, но я утверждать не буду. Ну вот, может быть, это неправда. Но вода здесь грязная. Почему рыба дохнет? Есть же причина. Причем рыба не старая, молодая, совсем вот недавно. И из икринок вылупились. Ну и вода зацвела, запах поэтому из-за воды. Пакеты валяются вон. Мы про мусор только что говорили, да. И от сигарет там он валяется. Вот об этом я и говорил. Да, это минус. Тут надо брать пакет, просто идти и собирать мусор. Нет,
Да, лягушки-то хорошо. О, видишь, все Да, хочешь, поймаешь, дома пожаришь. Да. Ну а вот вам гигантская рыба, наверное, она умерла все-таки от старости, да, и там вот маленькие лягушки и большие. Фу, гигантская рыба, которую раздуло. Мухи только и рады. Ну что, друзья, немножечко я ошибся, но я предполагал, из-за чего рыба здесь дохнет. Познакомился здесь с местными мужчинами, которые рыбачат, отдыхают на берегу пруда. И нам рассказали, что рыба, возможно, стала умирать по причине аномальной жары. Как я и предполагал, температура воды поднялась в этом озере или пруде. И плюс, наверное, из-за нехватки воздуха. Вот. Все это происходит, и рыба подохла, к сожалению, как вы видели там на берегу. А так, вот, мужчины говорят здесь, что пруд чистый. То есть, ну, Да, здесь стабильно все убирают, стабильно. не загрязнен, да. И рассказали, что здесь есть карп, окунь даже, да, вы Да, сказали? да, окунь, сазан, Сазан, белый амур, вот. разные. Поэтому... еще хотел уточнить, тут слухи пошли, что я тут с человеком разговаривал, что это пруд, да, частный. Он- Частный? Нет? Это городской. Городской это пруд Да. все-таки. Видите, слухи развеиваем. Это городской пруд. А если бы он был бы частный, то вам бы, соответственно, не разрешили Да, рыбачить. да, да. Да. Он был бы платным, скорее всего. Либо так, да. Как у вас есть улов какой-то сейчас, или вы еще только, Сейчас пока нет, но клёвый, клёво вы бывает. только пришли, да? А? только пришли? Да, А, мы я нормальное время, 2 Хотел часа. показать, что-то есть, Да рыба. нет, пока просто мы только что вот этот для рыбы ловли там принесли там для них жмихи разные. А, Только что начали нормально есть. Вот видите, этот молодняк, мелкие рыбки выплескиваются на берег, потому что им уже на суше прохладнее, чем в воде, где плюс 28. Давай, спасай ей жизнь. Она, говорит, умирает, и Все, поплыла. ее другие рыбы съели. Ты видел? Закончил. 3 рыбы ее Да, зафигачили. съедают Вон, большие рыбы ее зафигачили. Где-то вот Руслан, ты не помог ей. Что ты сделал? А еще здесь на местном пляже загорают телочки. Ну, я про коров, конечно же. Вон они, посмотрите. Прям как в Абхазии где-нибудь. Там тоже на пляже, на Лазурном берегу. сзади смотрят на меня уже. Просто ислам ищет себе невесту. Он хочет жениться. Скажи, почему ты хочешь жениться? Может, Вот пора уже. мои друзья Нагулялся. ингуши, да, нагулялся. Ты еще гулял? Я думаю, что вряд ли тебе бы разрешили здесь погулять где-то родители. Не знаю, тут телка уже все собралось. Да, мы про этих, это шутки шутим. Коровы. Я много раз вам говорил, что в Ингушетии очень любят заниматься именно животноводством, да? Особенно скотоводы. И Бычки. да, крупнорогатым скотом, одним словом. Такая корова дает много молока. Посмотрите, какое у нее вымя. Из молока делают и творог, и сметану. Вот. Ну, ингуши еще также занимаются сельским хозяйством, и даже есть свой фруктовый сад-гигант, где выращивают яблоки. Да. Что-то еще там, может быть, растет. Видел, что еще клубнику. Чисто я яблоки видел, в частности, но клубнику я не видел вообще. А клубнику, где-то мы ехали, нам сказали. Хозяин, по-моему, Хамчиев. Это, или походу, задняя сторона где-то. Вот да, что мне говорили. Ну, в общем, сейчас я говорю не про Нестеровское. Вы можете посмотреть блог про Нестеровское, я снимал. Сейчас мы про Назрань. Давай, расскажи нам, Ислам, про самую любимую машину ингушей. Самая любимая и удобная по качеству за 9. Вот она. Каждый молодой ингуш, который пока себе еще позволить не может Mercedes, Audi или BMW. Мерседес, Да. Ауди. Вот как раз Мерс проехал. Второй май. Да, вот, второй Майбах у них здесь. Катаются на нем. И газуют на нем. И я не знаю, можно ли дрифтить можно. Ты дрифтишь на ней? Сейчас покажу. Я тебе сейчас покажу. Ее передний привод. Если дрифтит, только с ручным.
А, Так, если зона вот зачем он про ручник спрашивал. нейтральный. Ты дебил? Мужчина такой дёрнул, прям подрифтил, прям. Если я урос, какой я буду. Но про меня кто хотел, знаете. Что касается дорог здесь на Назрани, то они достаточно хорошие. Не могу сказать, что они раздолбаны, но есть другая причина. Здесь тоже достаточно часто происходят аварии, потому что многие не соблюдают правила дорожного движения. И поэтому, да, происходят всякие недоразумения. Плюс вот ислам говорит, что здесь огромные пробки. Не люблю эти пробки вообще. Ну, ты в Краснодаре, наверное, не был, или в Москве. Там вообще вечером с 5 не уехать. Это даже можешь сейчас сравнить с Москвой, даже с такими пробками маленькими. Ну, объясняю еще, хочу сказать, почему в Ингушетии так много машин. Все очень просто, потому что не развит общественный транспорт, это раз. И очень тяжело без собственной машины куда-то добираться, даже по городу перемещаться. Вот представим, что я бы не воспользовался такси, а мне пришлось бы сюда добираться на общественном транспорте. Я даже не знаю, как бы я это сделал. То есть, возможно, какие-то в Карабулаке проходящие маршрутки идут. Но это такой, простите за французский, геморрой, что лучше вызвать такси за 300 и уехать. Вот. Кстати, расскажи мне про заправки Роснефть и другие заправки. Здесь чистый бензин? Я бы не сказал. То есть грязный, да? Ну, где приходится. Ну, вот говорят, что Роснефть самое. Это не реклама, просто говорю, что почище бензин у них. Ну, в Роснефти. А самый чистый бензин в Ингушетии это в сторону Северной Осетии. Да. Лукойл. Там. Да, там все И заправляются. где рядом с Сужи, там тоже нормально. Да, вон, видите, BMW, да? Да. Абхазия. Мгм. ZZ или какой, не знаю. Да. Кто-то крутой катается. Вот автобус, троечка и шестерочка, газелечка на рынок поехала. А сейчас просто ты у нас идешь стричься, да? Или куда ты Я идешь? засмотрелся на стрижку. А, на стрижку засмотрелся? Ну ладно. Давай, беги. Мы, наверное, с тобой пойдем, потому что мы тут сгорим. Ну давай. Ислам, как настоящий ингуш, пригласил меня с Русиком к себе домой на чай. И из-за того, что я в тот день практически не спал, а Руслан почему-то вообще не спал, у меня плохие привычки заимствуют. Мы были оба рассеянными и не успели запечатлеть наше чаепитие. Но поверьте мне на слово, у ингушей всегда все на высоте, что касается гостеприимства. И чай был очень-очень вкусным, по-настоящему ингушский. Так вот, вообще ингуши любят двух коней. Одного коня железного, а другого, так, в общем, исторически заведено, настоящего. И у ислама во дворе есть самый настоящий конь. Кстати, хочется вам напомнить про дикую дивизию, где были ингуши, которые в свое время разгромили целую немецкую артиллерию. Да вот так вот он уши прям зажимает, значит он укусить уже захочет. А погладь ничего. Ничего не сделай. Давай, Погладь, на погладь. Русике экспериментируй, его не жалко. Давай, давай. Если ты его боишься, то Не он, бойся, он чувствует, если ты боишься. смотри, как дышит. Он тебя... Он уже интересно, очень прямые. Да. Прям стёки. Все, дохай. Не делай резких движений. Молодец. А ты его привязываешь просто, да, чтобы он не убежал. А вон чья лошадь белая. Так, это соседа. Это лошадь? Да. Он на Жеребцы. нее будет смотреть скоро. Да, это они сам между сетками общаются, он Да? головами гладится. А, подружку нашел себе здесь сразу. Это пацаны. Тоже пацан? Да. Да, плохо. А я думал, Не повезло, не повезло. Посмотри на нее, походу он Я, помил. я видишь, он меня узнал еще. Какая милфа. Он себе мамика нашел. Это Русик коза. мальчик. Ну, посмотри, какой он взрослый. Вы говорили, девочка, как будто мамик. Ой. Как папик на маме. Знаешь, что значит мамик на ингушском? Ой, видишь, как оборачивается. Знаешь, что значит мамик?
Ну что, как вам бывшая столица Республики Ингушетия, город Назрань? Понравился? Тогда поставь лайк этому видео. Лично меня любые города, а также села и станицы Ингушетии цепляют своей простотой, добродушием и гостеприимством. Думаю, что еще не раз я вернусь в этот замечательный город и покажу вам его жизнь. Кстати, все в ваших руках. Если вы будете проявлять активность, тогда я буду еще больше снимать такие вот подобные ролики. Но вы не забывайте подписаться на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие новые выпуски. И не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами был Артем, и я не прощаюсь. Я говорю вам до встречи, увидимся в следующем блоге, уже в эту среду.